Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина на пороге. Давайте узнаем, кто он такой, как окажется на вашем пороге и зачем, зачем идет, что у него там мысли, планы, замыслы. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, сразу стрелец. Мужчина стрелец, девочки, все. Вот четко, видите, вот он лук, вот он стрелец, поднял, в звезду метит, а звезда это вы. Мужчина родился в созвездии Стрельца. Ну, либо сам по себе такой, знаете, вот прям стрелец и еще тот. Всегда долго прицеливается, но четко попадает в цель. У кого-то еще прямая отсылка к тому, что мужчина связан как-то с военным делом, с правоохранительными организациями. Может быть, он и не из лука стреляет, может быть, он чемпион мира по стрельбе. Да, может, он очень меткий человек, еще охотник может быть. Мужчина, конечно, интересный. На ваш порог он не просто так зайдет. Его терзают чувства. Он долго боролся с этими чувствами. Он долго то ли избегал этих чувств, то ли пытался выдавить из своего сердца, чтобы вот не мешали ему эти чувства. Ну, сколько боролся, на то и напоролся. Чем дольше и больше боролся, тем сильнее к вам тянуло. У кого-то из вас отыграется, что у вас уже было с этим мужчиной взаимодействие, и он всячески избегал, сбегал, уезжал, прятался, как-то, знаете, вот крутил-мутил, непонятно что-то с ним происходило. А у кого-то отыграется, что мужчина не так вам знаком, но сколько вот там в лицо, может, видели, вот иногда путался у вас под ногами, но никак себя не выдавал, просто присутствовал в вашей жизни. Может, на работе какой-то мужчина, может, в компании в общей были, может быть, даже где-то вот по соседству, мужчина. Наметил, он вас наметил, приметил и натянул тетиву луком, будет стрелять. Для него это не просто появление, для него это как возможность, как шанс изменить свою жизнь. И он прям, все ставит на это появление. У кого-то отыграется, что он конкретно к вам придет, придет, скажет: встречай гостей, встречай жениха. А у кого-то отыграется, что он будет пробиваться к вам какой-то хитростью. Допустим, он может написать вам в соцсетях, он может позвонить вам по телефону, что-то у вас попросить, либо о чем-то вас расспросить, может быть, даже предложить себя и свои услуги. Снайпер, и он уже вас приметил, Ваша реакция, неожиданно. Для вас это будет очень неожиданно. Кого-кого, а его вы точно не ждали. Даже если это мужчина из прошлого, вы, скорее всего, считаете, что какой-то такой мутный персонаж, особо о нем не думаете, планы на него не строите. Был, ушел, как-то, знаете, отпустили. И если мужчина просто из вашего окружения, менее всего вы могли бы на него подумать. Хотя мужчина очень видный и симпатичный. Просто, наверное, так себя вел, что вы даже его и не рассматривали. Вы к нему особо и не присматривались. И по поводу этого мужчины я могу сказать, что для него этот год, он какой-то особенный, он судьбоносный год. И мужчина прям это чувствует. И вот этот поток энергии, он убирает его страхи, зажимы, он смелости набирается, и он такой: ладно, будь что будет, будь что будет. У него какой-то избегающий тип привязанности, возможно, он действительно боялся влюбиться, боялся себя потерять. Скорее всего, вы на него как-то так влияете, что он прям чувствует, что
теряет контроль над ситуацией. И из-за этого он мог испытывать к вам чувства, но сторонился вас, ну, чтобы не плясать под вашу дудку, да, чтобы не потерять себя. Кстати, мужчины очень часто этого боятся. Это не значит, что он плохой, это не значит, что он какой-то там покалеченный. Скорее, больше говорит о том, что он не любил, да, у него нет опыта вот именно любить, выстраивать полноценные здоровые отношения. Да, у него могли быть женщины, но это никак не про любовь и никак про полноценные отношения. Это так, знаете, встретились, провели время и тут же разбежались. У него очень серьезные планы на вас. Ему, смотрите, в первую очередь нужно себе ответить на вопрос, да, что с ним происходит, почему так сильно тянет, почему так сильно возбуждается на вас, почему он буквально вот ловит ваш взгляд. Что такого в ваших глазах, что его буквально гипнотизирует и лишает, подавляет его волю. Ему хочется с этим разобраться. Потому что мужчина разное думает. Да? У кого-то мужчина думает, что вы это ведьма, да? Такая страшная, гипнотизируете мужиков, пожираете их сердца. А у кого-то мужчина думает, что он, ну, типа, нездоровый человек, что что-то его там переклинило, и поэтому так на вас реагирует. Второй момент, который я здесь вижу. Мужчина действительно хотел бы попробовать настоящих семейных отношений. Не просто обрести любовницу, а именно семейные полноценные отношения. Возможно, в его кругу его все друзья – семейные люди. Те, у кого есть жена, дети, да, у них там есть свои планы, они собираются, проводят время, семейные мероприятия всякие. Вот. А он как бы один, да, как перст. Ну, что с любовницей взять, да? С любовницей навряд ли можно что-то такое придумать, что будет похоже на семейное мероприятие. Да, скорее всего, хочет уже жениться. Вот. А вы как бы самая идеальная кандидатка, ну, потому что и тянет к вам очень сильно. И еще, знаете, вот не у всех отыграется, а у кого-то конкретного, что мужчина какой-то очень брезгливый человек. Да? Вот он брезгует, да? Близко там с кем-то общаться, за руки держаться, целоваться. А с вами такого нет. То есть с вами он не брезгует, наоборот. Даже хочется, очень хочется. Интересно показали. Ну, идет для того, чтобы заявить о своих чувствах, для того, чтобы за вами ухаживать, для того, чтобы прервать ваше одиночество. Либо у кого-то еще отыграется, ну, буквально уболтать вас, вот попробовать отношения. Ну, удивитесь, конечно, да. Я не вижу большой радости у вас, скорее всего, недоумение. Вы такая: зачем? Почему ты, да? Почему ты про меня вспомнил, если у вас в прошлом что-то было? То есть даже какое-то легкое недоверие, да? Может быть, вы отвыкли от мужского внимания, может быть, вы конкретно от этого мужчины не ждали. И вы такая: ну, странно это все, конечно, странно, очень подозрительно. Ну, я думаю, вы на него посмотрите, послушаете, вы поймете, что у него нет какого-то злого умысла, и что он, да, действительно влюблен. У него прям на лице это будет написано, что он влюблен. А особенно какие-то смешные реакции, знаете, немножко заторможенные, либо такие, знаете, вот поспешные. И вы скажете: ну все понятно, да, вы женщина как бы опытная, вы поймете. Ну, вот такого персонажа показали. Так, еще я вижу человека, который больше, знаете, как вот профессиональная, деловая сфера, материальная сфера. Еще у кого-то здоровье может отыграться. Человек с очень большой головой, такая прям, знаете, как глобус голова, большая и круглая. И человек, перед которым все, ну, буквально вот кланяются, да, то есть у него статус, у него авторитет. У вас с этим человеком будет разговор, ну, встреча и разговор очень основательный и серьезный. Я вижу, что вы, ну, буквально сможете этого человека в очень короткий срок расположить. Да, вот человек проникнется к вам теплом, добром и желанием вам помочь. Эта встреча, ну, то есть буквально, да, его ведут на порог никто иные, как ваши ангелы-хранители, либо хранители вашего рода.
Этот человек нужен вам именно сейчас, в этот период жизни, для того, чтобы состоялось ваше либо продвижение, либо выход из той тяжелой и мутной ситуации, в которой вы оказались. Ну, допустим, вы давно болеете, и вы ни диагноза точного не можете узнать, ни получить адекватное лечение. Вы уже там с ног сбились, да, всех специалистов оббежали, и никакого результата. А это человек, например, известный доктор, да, который, ну, буквально там гуру, да, светило медицины, да, медицинской науки. И этот человек действительно может вам и диагноз поставить, и лечение адекватное дать. Вы выйдете из состояния болезненности. У кого-то отыграется, что этот мужчина, например, какой-то крутой там директор, да, либо хозяин бизнеса, а вам нужна карьера, вам нужны деньги, вам нужна нормальная, стабильная работа. И этот человек возьмет вас к себе, либо этот человек может как-то поучаствовать, посодействовать, чтобы вы нормальное рабочее место получили. Да? Может даже не у него работать, но у кого-то там, кого он знает, и он вам составит протекцию, и вас как бы возьмут. И также, возможно, человек какой-то грамотный, я не знаю, там, юрист, специалист, который именно разбирается профессионально в тех делах, с которыми вы имеете дело. Да, у кого-то там суды, у кого-то оформление бумаг, у кого-то еще что-то. И он буквально вам помогает. Да? Он придет для того, чтобы решить ваш вопрос, решить вашу проблему и вывести вас из этого состояния тумана и грозовых облаков. Как спаситель, да. Как спаситель, как помощник, как покровитель мне идет. Но тут как бы, да, ангелы подсуетились, либо хранители рода подсуетились, и этого человека, ну, вводят в вашу жизнь. Это не на порог, это вводят в вашу жизнь. То есть при других обычных обстоятельствах у вас бы не было никакого шанса с таким человеком познакомиться, либо как-то в жизни пересечься, да. Просто вы живете как будто бы в разных мирах, а тут на тебе, да, случилось. Воспользуйтесь этой возможностью, ничего не бойтесь, ничего не стесняйтесь. Знайте, что это уникальный шанс, который, ну, возможно, вот единственный на всю жизнь. И нельзя его упустить. Многие девчонки грешат тем, что они очень скромные, такие, знаете, вот прям боятся, да, себя проявить, боятся попросить о помощи, да, либо теряются, видя таких вот крутых людей. Нет, вам нельзя теряться. Вам нужно быть естественной и, конечно же, описать все свои проблемы и, ну, честно рассказать, что вам нужна помощь. Этот человек вас точно не обидит. Дальше, мои хорошие, тут не мужчина, тут женщина. Женщина, которую вы очень хорошо знаете. Это либо ваша родственница, либо ваша сестричка, подружка, да. А женщина просто летит со скоростью молнии на ваш порог с очень классной информацией. Это могут быть очень классные новости, замечательные, добрые, позитивные. И также это могут быть какие-то вот прям, ну, не сплетни, нет. Ну, в общем, она вас хочет о чем-то уведомить, о чем-то важном уведомить. Да, поделиться какой-то информацией, которую сама вот прям урвала. Бежит, спотыкается, и я так понимаю, что вы здорово посидите, классно проведете время, все обсудите, про все поговорите, друг друга повеселите. Хорошее время вас ждет. Подружка, либо родственница, с кем вы дружны. У кого-то, может, и мамочка родная, да, спешит к вам, чтобы какой-то информацией важной с вами поделиться. А может быть, что-то хорошее произошло. А может быть, она для вас что-то там смогла добиться, либо разузнать важное для вас. И вот спешит вам это все рассказать. Ну, конечно, по телефону такие вещи говорить не стоит, да, поэтому у вас будет личная встреча и очень долгий, и такой прям теплый, душевный разговорчик. Хорошее время, мне нравится. Вот всем бы таких друзей, либо родственниц, и чтобы все так здорово проводили время. Это какая-то прям, знаете, терапия. Терапия, которая помогает избавиться от усталости, от депрессии, повеселить, развеселить, как-то, знаете, подзадорить мне еще идет, да, хороший момент. И еще, мои хорошие, есть человек, который хотел бы ступить на ваш порог,
но ангелы его не пускают, прям категорически не пускают. Человек, который, возможно, есть в вашей голове и в вашем сердце, и, возможно, вы ждете его, либо вы ждете от него хоть какую-то весточку, сами себя накручиваете, но высшие силы против этого человека в вашей жизни. Знаете такое выражение «любовь слепа»? Вот что-то вы в этом человеке не видите, а человек мне идет испорченный. Испорченный, причем вот как-то от макушки до самых пяточек. У человека гнилой стержень, и человек ради какой-то своей выгоды, ради своих интересов может на любую гадость пойти без зазрения совести. Если вы кого-то ждете, а этот человек не появляется, знайте, что этот человек вас недостоин. Человек может вас обидеть, либо разрушить вашу жизнь. И поэтому этого человека не пускают к вам, не подпускают. Там разные обстоятельства могут быть, и неприятности, и, знаете, просто так во времени разводят. Не подпускают. Вам, конечно, возможно, покажется это обидным и несправедливым, но высшие силы, ангелы, они знают будущее. Они видят, что этот человек для вас опасный. И этот человек может много беды вам принести. Поэтому этого человека просто удалили из вашей жизни и к вам не подпустят. В ближайшее время точно нет. Нет, если тот, кто вам нравится, появится, не сегодня, а завтра, послезавтра, значит, все хорошо. Это не про него было, да, это вообще не про вас было предсказание. Все-таки отсыпка у нас общая, да, разные люди приходят. Но вот мне идет, что кого-то не подпускают. Прям такая вот стена энергетическая. И нельзя ее никак не обойти, не перейти, не перелезть, ничего с ней делать нельзя. Не пускают. Кому-то мужчину просто не подпускают, потому что мужчина опасный. Может испортить вам жизнь. Может очень сильно обидеть. И, наверное, у него два лица. Одно лицо вы точно не знаете. Вам кажется, что он хороший, интересный. Даже кому-то кажется, что вы в него влюблены, но нет. Он просто заморочил вам голову. Человек мастер любовной игры, мастер слова. Он умеет, у него в этом есть опыт. И почему-то еще показывает, что за его спиной очень много несчастных женщин, которым он испортил и разбил жизнь. Вот. Вы ценная женщина, вы добрый человек. Вы заслужили защиту, и поэтому вас таким образом защищают. Проблема не в вас, проблема в том, кто может вас обидеть. Плохого человека к вам не подпускают. Может быть, сейчас вы это не поймете, либо обидитесь, но придет время, вы все узнаете. И тогда волосы у вас, понимаете, на теле зашевелятся. И вы поймете, какой ужасной участи вы смогли избежать, благодаря тому, что у вас такие сильные ангелы-хранители. Да, мои хорошие, вот так вот. На этом у меня все. Не обижайтесь. Ваше от вас не уйдет, а то, что не ваше, то к вам и не подойдет. Да? Вы под надежной защитой. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.